Значит, я расскажу историю, которую мне рассказала жена моя. И эту историю она рассказывает ее постоянно, при каждом удобном случае, потому что эта история, она таким была ярким пятном ее подросткового периода, ее там юности. Значит, дело было в Амгинском улусе Якутии. Это местность Чакыр. И, надо дать контекст этого всего. Чем славится эта местность? Дело в том, что там вот рядышком это местность Сагыл-Сыгы, где была вот последняя битва с белогвардейцами. Дело в том, что у нас думают, скажем, в Советском Союзе, там, в России, СНГ думают, что победа над белогвардейцами состоялась в 22 году, когда Советский Союз образовался. Но на самом деле последняя битва была в 1923 году. Это вот у нас, вот как раз в месте Сагыл-Сыгы, когда генерал Пепеляев привел войска, на Якутск наступал, и там вот его разбили. Это была последняя битва, когда вот можно считать, что красные победили белых. И эти времена связаны с тем, в Якутии, с тем, что, наверное, по России это тоже. Тогда было очень много бандитизма, было очень много несправедливости, и вот после этого было очень много всяких историй о том, что там, допустим, окровавленного ребенка путники встречали, и тому подобного, да. Вот все это напитано было кровью и страхом, вот эта вот местность. Поэтому там очень много этих историй, как раз таки. Но дело происходит в 90-е годы уже 20 века. Ей 14 лет. Она приезжает на деревню к бабушке, вот в Чакыр. И они пошли гулять с братом. И брату 12 лет. Они пошли, значит, вот деревня, там какой-то пролесок, потом поляна, потом лес. И, значит, они в этом... то есть на полянке они играют, гуляют. И вдруг она слышит, что... Она слышит, кто-то где-то поет. Женский голос поет красивую песню. Она говорит брату: о, слышишь, кто-то поет. Пошли, пойдем послушаем. Брат сперва такой, оторопел. А потом говорит: ой, давай не надо, давай уйдем отсюда. Начал плакать и убегать. Она говорит: стой, куда ты побежал? И тоже за ним побежала. И потом она слышит, что вот это пение, оно приближается. Вот они бегут, и оно бежит за ними, как будто бы это пение. Но она тоже испугалась, и она говорит, что я не оглядывалась. Вот просто бежала за братом, и все. И они бежали, в деревню они бегут. Но получилось так, что они прибежали не вот там, где они рассчитывали прибежать. Они сделали какой-то такой вот крюк и выбежали с другой стороны деревни. Потом прибежали домой, и голос в какой-то момент исчез. Потом она говорит: мы спрашивали, а вот кто, например, у нас в деревне хорошо поет из женщин. Сказали: вот такая-то есть, она хорошо поет. А где она? Она уехала в город, ее сейчас здесь нету. То есть получается, это не она пела, то есть ее голоса не слышали. И вот она до сих пор по этому поводу недоумевает. И вот мы должны понимать, что вот этот контекст, что там вот эти вот места, где вот постоянно какие-то вот происходят странные вещи происходят.